Сегодня наша встреча посвящена истории создания государственного символа Чувашской Республики в первые годы революции. В июне 1917 года в городе Симбирск был создан первый общенациональный чувашский съезд, на который собралось порядка 800 делегатов с различных губерний страны. Они выразили свои резолюции и пожелания о том, какого они желают видеть будущее страны и своего народа. Были ряд фундаментальных и важных резолюций по политическому вопросу, по государственному устройству, по культурному возрождению, экономическому развитию, социальным отношениям. Если анализировать их, очень большой интересный материал сосредоточен в этих резолюциях и пожеланиях, принятых Общечувашским национальным съездом в 1917 году. И всем рекомендую его почаще читать, потому что здесь он отражает и наши многие современные проблемы. Мы говорим о национальных символах чувашского народа, а не о государственных, как мы привыкли сейчас. Почему? Дело в том, что тогда еще не было Чувашской республики и своей государственности. Итак, имеется такая запись, пункт номер 3 резолюции по национальному вопросу. В целях объединения Чуваш съезд находит необходимым немедленно приступить к созданию национального флага и значка Чувашского национального общества. Сразу тут замечу, что здесь написано о том, что флаг должен быть двусторонним. Что это значит? То есть каждая сторона должна быть лицевая и отличаться друг от друга. Итак, дальше читаю. Флаг, с одной стороны, должен быть цвета наиболее чувашами любимого в древности и более распространенного в настоящее время, с национальными рисунками и узорами. О каком цвете, наверное, несложно догадаться, здесь идет речь о белом цвете с желтоватым оттенком. Позднее именно такое цветовое решение было принято в январе 2018 года, когда все-таки этот флаг утвердили. Флаг должен быть по рисунку настолько прост, чтобы его могли делать и разрисовывать крестьянки-чувашки. Значок, то есть герб, должен иметь инициалы ЧНО – Чувашское национальное общество. Почему именно эта организация? Потому что по решениям этого съезда именно Чувашское национальное общество должно было стать основным национально представительным органом чувашского народа на территории всей России.